Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Важная информация для вас. Песочек расскажет для вас то, что очень важно и актуально. Загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, так и спросите, какую важную информацию песочек мне расскажет. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Напоминаю, что все мои видео мною заряжены очень хорошей, теплой, позитивной энергетикой. Так, важная информация для вас. Скоро исполнится какое-то ваше желание, какая-то ваша мечта. Какой-то вот запрос ваш к высшим силам, он, во-первых, услышан, он обработан и он принят к исполнению. Вот чего-то вы очень сильно хотели. В последние, возможно, несколько дней просили, да, может быть, недель. Вот молились вы за что-то и очень-очень просили исполнения. Вот, пожалуйста, все исполнится. Мало того, исполнится так, как вы себе не представляли, как вы не загадывали. Все будет намного проще и намного как-то ярче и быстрее. Не могу сказать более точно. Но то, что вы будете радоваться, то, что у вас от этого будет праздник, это 100%. Возможно, вы даже свою радость будете разделять с теми, кто вас окружает, с вашей семьей, с вашими близкими друзьями, товарищами. Здесь, кстати, еще картинка того, что вы будете с кем-то отмечать, праздновать, да, вот какое-то теплое времяпрепровождение вот в тесном кругу, как единомышленники, люди, которые друг друга и любят, и уважают. То есть искренняя радость будет за вас. Так, закончится какой-то конфликт прям, да. Причем победой вашей, потому что у вас Луна выходит. И мало того, еще выходит на вас именно две головы. То есть благодаря тому, что вы очень умный человек, благодаря тому, что вы интуитивный человек, благодаря тому, что вы логически мыслите, вот ваш оппонент, он просто проиграет, потому что нечем крыть. Ваши аргументы настолько хлесткие, настолько четкие, что у человека просто опустятся руки. Вот победа прям такая яркая будет. Я не могу сказать, кто это человек. Может быть, это в паре у вас был конфликт, может быть, это ваш начальник, может быть, кто-то вот из тех, кто вам противостоял, противодействовал. Но вы этого человека просто на лопатки положите. Не в физическом выражении, да, то есть не будете в рукопашную входить, а вот именно своим вот этим порывом, своими аргументами, своей логикой и своими вот умственными способностями. Это замечательно. Мои хорошие, фиксируемся в этом состоянии, в состоянии победы и стараемся вот прям приумножить свою веру в себя, расправить плечи, гордо поднять голову вверх и идти по своей жизни как победитель. Не так вот, как такой вот забитый, скукоженный человек, а именно победитель. Вы знаете, вот эта победа ваша, она, во-первых, заслуженная, а во-вторых, через эту победу у вас идет как будто бы открытие новой вас, либо нового вас. То есть вы себя зауважаете, это очень важно. Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы в жизни чего-то добиваться, нужно себя уважать и себя ценить, в себя верить. Вот эта победа вам позволит, как на новый этап выйти, да, на новый уровень своего собственного развития. Это очень важная, кстати, победа. Так, кстати, здесь может еще и победа в суде быть, да, либо в каком-то правовом споре. Победа за вами, у вас две головы. И вы гораздо побольше будете, да, чем ваш противник. Дальше, мои хорошие. Какие-то важные дела в вашем доме будут происходить. Важные дела. Здесь либо какая-то генеральная уборка, либо какой-то ремонт. Может быть,
Вот придется, да, обращаться, либо придет к вам мастер в эти дни. Что-то будет в доме происходить, какое-то улучшение идет, именно улучшение качества вашей жизни, да, и состояния вашего жилища. Возможно, кстати, кто-то будет обсуждать приобретение жилища, либо переезд в новое жилище, а может быть даже какое-то путешествие, да, что там поехать, да, с одной точки в другую точку, там, может быть на отдых, может быть, ну, какое-то перемещение, что переедем-ка мы в другой город, да, либо поедем-ка мы в другой город. Здесь будет очень много разговоров, тут еще и самолет выходит. А самолет, ну, как бы поездка, полет на самолете, да, либо планирование полета на самолете. То есть вы будете очень много об этом говорить, дискутировать. И вот кто-то будет пытаться, да, в вашем окружении, ну, кто-то из родственников, либо с кем вы там будете это все планировать, обсуждать, да, человек будет пытаться протолкнуть какую-то свою идею. Но я хочу сразу предупредить, эта идея, она пустая, абсолютно пустая, и даже не стоит это обсуждать. Вот у вас идет видение. Ваше видение 100% правильное. А вот кто с вами рядом, будет пытаться немножечко как по-другому поступить, либо, да, какие-то свои предложения другого толка выводить. Не слушайте, стойте на своем и все. Вот это очень важно. Так, здесь у меня змея выходит. Змея. Но змея в таком положении, это говорит про действительно какие-то хорошие мысли, идеи, либо возможность себя проявить. Вот особенно, например, в работе, на работе. Хорошие мысли, хорошие предложения, хорошие такие светлые идеи могут появляться. Если вы работаете на предприятии, да, у вас есть там начальник, начальница, то вы прям блеснете идеей, блеснете хорошей мыслью, и вас обязательно за это отметят. Вот прям похвалят, либо, может быть, даже как ответственным, да, за какой-то проект назначат. Если вы работаете сами на себя, здесь однозначно вы придумаете какое-то ноу-хау, которое позволит вам обойти всех своих конкурентов. И вот, пожалуйста, получить топовое место, да, занять топовое место на рынке ваших, например, там, услуг, либо чем вы занимаетесь, да, вашей работы. Вот продвижение бизнеса идет. Значит, я скажу вам такую вещь. Не бойтесь своих мыслей, не бойтесь мыслить шире и нестандартнее, чем это принято. Порой люди недооценивают себя, боясь ошибиться, да, они не реализуют какие-то хорошие идеи, которые действительно продуктивные, эффективные, креативные. А человек говорит: да ну нет, это же глупость, ну что ж я пойду там начальнику скажу, это же смешно. Либо человек, который занимается бизнесом, говорит: да ну нет, ничего из этого не выйдет, нет, я только время потрачу и потеряю. А вы посмотрите на тех, кто добился максимального успеха. Все эти люди были смелыми, все эти люди мыслили иначе, чем общая биомасса. Вот от этой смелости, от этой креативности действительно идет такой мега-успех. Развивайте в себе это. Я вижу, что у вас прям талант в этом деле. То есть очень, как бы вам сказать, тут интуиция, помноженная на аналитику. Какой-то прям какой-то, знаете, подход у вас такой идет свежий, яркий. Какие-то прям, гениальные мысли рождаются в голове, но как будто бы вы глушите, боитесь показаться смешным человеком, либо боитесь, что у вас ничего не получится. Это деструктивный подход, поэтому будьте смелее. Удивляйте мир своим свежим взглядом, либо своим свежим видением той или иной ситуации. В этом заключается большое благо для вас. Не бойтесь. Может быть, уже у вас эта идея родилась, а вы сидите и стесняетесь пойти к своему, например, начальнику и об этом сказать. А начальник сидит там, локти ломает, да, потому что ему нужны свежие креативные идеи, а взять-то неоткуда. Вот, подумайте. А здесь вот прям может быть прорыв именно ваш. Так, выходит мужчина, которому нужна поддержка. Мужчина — это либо ваш партнер, может быть сын, может быть вот какой-то близкий вам человек. Мужчина очень нуждается в поддержке. Поддержка нужна, либо, знаете, как словами поддержать, помочь, там, просто сказать: а я с тобой, а я в тебя верю,
а вместе у нас получится. Либо поддержать нужно вот куда-то направить. Направить, сказать, иди туда, делай вот это, и все будет замечательно. Я вот по всей этой отсыпке вижу, что у вас просто какая-то гениальная, у вас вообще звезда идет, да, то есть вы человек сам по себе очень гениальный вот в своих проявлениях, в своих мыслях, но вы себя глушите, вот это мне не нравится. А мужчина, который рядом с вами, но я так понимаю, что это ваш близкий мужчина, вы его любите, будь то супруг, бойфренд, да, либо ваш сын, брат, может быть, отец. И человеку очень нужно помочь, подсказать, поддержать. Да просто, знаете, там обнять и сказать, а я с тобой рядом, а я в тебя верю, а все получится, все будет замечательно. Ваша поддержка, она может совершить действительно прорыв. Прорыв, вернее, дать возможность этому человеку, мужчине, сделать прорыв. А мужчина, знаете, такой идет, как будто бы сам себе не верит. Правильно ли я делаю, нужно ли мне это делать. Такой, знаете, прям запутавшийся. Возможно, кстати, вот отыграется, что у мужчины есть какие-то проблемы, либо какие-то зависимости. И, например, он хотел бы от этого всего избавиться. Но самому как-то сложно и страшно. Поэтому нужна ваша будет поддержка. Либо какая-то у него идея. Может быть, там новую работу хотел, может быть, бизнес открыть. То есть очень важно поддерживать. Может быть, лечение сложное предстоит. Ну вот, поддержите того мужчину, который с вами рядом. Верьте в него. Ну и будьте поблизости, да, спина к спине. Вот это будет идеально и замечательно. Так, здесь человек с подарком идет. Человечек с подарком. Причем подарок какой-то вот мелкий, но ценный. Может быть, какое-то ценное колечко, там, браслетик, не знаю, цепочка. Может быть, просто денежки вам даст. То есть как подарок вам дает. Человек давно хотел, то ли раньше возможностей не было, то ли как-то, вот знаете, сложились обстоятельства, и вот, пожалуйста, подарочек уже есть. А у кого-то отыграется, что человек уже приобрел для вас подарок, да, ждет какой-то там даты, либо встречи, чтобы вам этот подарок передать. Так, тут предупреждение идет. Какие-то выпившие люди. Люди выпили и чудят. Двое более-менее нормальные, а вот третий идет как волк. То есть волки обычно это люди, ну, достаточно жестокие и, ну, как озверевшие, как это правильно сказать. Избегайте общения с выпившими людьми. Старайтесь не ввязываться там в полемику, в спор с такими людьми. Если вы видите там где-то пьяные, лучше обойдите. Сделайте крюк и обойдите. Я не могу сказать, чем они вам опасны, но они вышли у вас в предупреждении. Вот, будьте аккуратны. А возможно, у кого-то отыграется, что вы, ну вот увидите, да, какое-то поведение там агрессивное по отношению там к другим гражданам. Вот. И, ну, конечно, будет желание помочь. Если вы хотите помочь, тогда привлекайте внимание, ну, граждан, либо звоните в полицию, да, и сообщайте о том, что происходит какое-то правонарушение. Самостоятельно там лезть, пытаться там развести людей, там кого-то спасти, либо призвать к ответу не стоит, совершенно не стоит. Здесь вот прям так и показано. Еще хочу предупредить тех, у кого вот что-то не так с давлением, да, вот гипертония, да, давление скачет, может быть, какие-то сосудистые заболевания. Будьте аккуратнее с тем, что вы, ну, либо едите, либо пьете. У вас вот через еду, либо через питье, через жидкость, да, могут быть обострения вашего состояния. Будьте повнимательнее. Ну и понятно, да, там соли много не употребляйте, либо старайтесь вот, там, не знаю, кофе, наверное, избегать. Вот вы за собой знаете. У вас просто какие-то 2 дня идут достаточно, ну, как давящие на вас, да, то есть могут быть повышение давления может подниматься, могут быть такие состояния не очень хорошие, да, поберегите себя. Так. Вот по звезде, вот серьезно говорю, обратите внимание на то, какой вы есть человек, что вы думаете, какие мысли приходят.
Обязательно вот цените себя и постарайтесь реализовывать то, что у вас в вашем мозгу рождается. Это очень важно. Здесь у вас идет соблазн. Кто-то будет пытаться вас соблазнять. Соблазнять вот именно на интимную близость, да. То есть кто-то прям очень ярко за вами ухаживать будет, вот именно склоняя вас к близости. Так, ну как реагировать, я думаю, вы сами разберетесь, в советах вы не нуждаетесь. И еще здесь, кстати, кто в паре, в браке, возможен приступ ревности у вашего человека. А ревность может быть связана, то ли вы с кем-то будете разговаривать, и ваш, например, мужчина посчитает, что вы слишком уж доверительно общаетесь, может даже к подруге приревновать, да, потому что вы долго разговариваете, может и обидеться. Поэтому, мои хорошие, берегите нервы своего мужчины, и не надо вам никаких ссоров, этого ничего не надо. У вас впереди очень важное дело, вам нужна будет помощь вашего мужчины, без него как-то сложно будет справиться. А если вы накануне вот поспорите, поссоритесь, либо он там на вас разобидится, вам нелегко придется. Поэтому подумайте, без мужчины вам не обойтись. Вот. Если он рядом, да, а вам любимая подружка позвонила, старайтесь его не провоцировать. Либо, если вы там с кем-то плотно общаетесь, там, с противоположным полом, пусть лучше не видит, пусть лучше не знает, и не постите всяких там фотографий, которые могут навести на вас тень, понимаете? Вот, будьте с этим поаккуратнее. Так. Здесь у меня еще выходит ребенок, которому нужно будет уделить время. Может быть, нужно будет уроки поделать, может быть, ему нужно будет в школу сходить, может быть, нужно будет в поликлинику сходить. Но вот как-то с ребенком придется вот прям поработать, да, над вопросами вашего ребенка. Это очень важно. Если не вы, то никто. Об этом всегда думайте, даже если устали, даже если времени не хватает. Но ребенку нужно будет уделить внимание обязательно. Обязательно. И не ругайте своего ребенка, особенно если дела касаются школы. Возможно, на вашего ребенка просто наговаривают некомпетентные учителя, да, педагоги. Там нужно будет разбираться, причем разбираться досконально. Так. Лошадка выходит. Лошадка хороший знак. Лошадка обещает как и открытые дороги, так и то, что у вас будет работа. То есть все у вас будет. Кто, кстати, работу искал, либо в поисках, да, работы, вот по этой лошадке, пожалуйста, будет удачное собеседование, либо, как, знаете, приглашение уже, да, выходи на работу. Вот так, мои милые. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.